Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». На минувшей неделе очень неприятная такая ситуация произошла, и громкая достаточно. Задержали молодых ребят из Харах Пицунда за то, что они развешивали плакаты, в общем-то, такого больше патриотического содержания, где, в общем-то, ребята через цитаты известных людей, в том числе Владислава Арценба, Фазиля Искандера и даже нашего нынешнего президента Аслана Абжани, они, в общем-то, выражали беспокойство за суверенитет Абхазии. Но власти отреагировали по-своему, то есть их задерживал уголовный розыск, да, то есть это не патрульно-постовая служба какая-то, а уголовный розыск, да, потом держали 6 часов, выписали штраф, не знали, что вписать, в принципе, вписали мелкое хулиганство. Сперва намеревались отправить содержание плакатов на экспертизу, но, слава богу, кажется, передумали. А то, наверное, из этого мелкого хулиганства кто-то решил бы еще дальше взять под козырек и там превратить это дело в уголовное. В общем-то, такое затяжное вступление мое. Мы сегодня будем об этом говорить на эту тему с людьми, которых, в общем-то, представлять не надо, но я, тем не менее, представлю. Это Ахрам Жани и Ливан Мика. Здравствуйте. У меня, наверное, первый вопрос. Очень много говорят о Пицунде, да, там у нас там и министр иностранных дел как-то высказывался, что как-то они не так хорошо ведут себя. И я слышал, что и в президентской администрации недовольны, и там, судя по всему, теперь за ними глаз да глаз спецслужб, иначе, в общем-то, мало кто их там в 4 утра вот так мы такую поисковую операцию по ним проводил бы, да, но вроде такая небольшая группа, да, там за ними не стоит ни одна политическая сила, в общем-то, и они сами, собственно, дистанцируются от этого, да, то есть молодые ребята, они, в общем-то, их нельзя в таком классическом варианте назвать такой силой. Сила у нас это такая парни с улицы, которые там штурманут президентский дворец, сломают окна, двери, вынесут и переночуют на диване президента, да, вот это сила, да. Ну а эти люди такие рафинированные, интеллигенты, но вот такая боязнь по их поводу. Почему вот так происходит? Почему их боятся? Прежде чем на этот вопрос отвечу, вот чуть-чуть по поводу сути претензий, скажем, правоохранителей к этой молодым людям. Я не думаю, что сам факт развешивания этих баннеров вообще мог вызвать какой-то интерес правоохранителей, потому что у нас по городу сотни плакатов висят с призывами там различного характера, там не паркуйте машину, подается имущество там, и так далее, и так далее. Я не думаю, что все эти плакаты как-то зарегистрированы в муниципалитете. То есть они тоже могли быть в неположенных местах развешаны, но это не вызывает интереса. В таком случае внимание правоохранителей привлекла не форма, а содержание. То есть сама суть вот этих призывов, которые написала молодежь. А призывы это совершенно очевидно социально-политического характера. То есть именно вот эта часть их воззвания связана с несправедливостью, как им кажется, и как мне тоже кажется, некоторых решений, планов и проектов правительства. Политическая неудовлетворенность их и вызвала вот такой вот повышенный интерес правоохранителей. Именно по политическим мотивам они были задержаны. И очень странно, что им инкриминировали мелкое хулиганство. Там нет мелкого хулиганства, они не представляют угрозу для общества. А может, наоборот, они борются с теми, кто представляет угрозу для общества. Что касается вот этого страха, мне кажется, это очень похоже на тот страх, который присутствовал в обкоме Компартии Грузии перед блестящим
молодежи Абхазии 70-х, 80-х годов, которые составляли вообще ядро национально-освободительного движения. Я почему такую параллель провел? Сейчас я, по крайней мере, на мой взгляд, в повестке сегодняшнего руководства Абхазии практически ничего, кроме колониальных инициатив или полуколониальных инициатив, не вижу. То же самое в те годы Компартия Грузии, руководство Грузии продвигало и проповедовало здесь колониальную политику. Экономическую, культурную, социальную, языковую, какую хотите. И точно так же эта блестящая молодежь, ваши родители тех годов, они противостояли, они представляли другой фланг. Они боролись и защищали суверенные интересы Абхазии. И точно так же сегодня эта молодежь, вопреки этой колониальной повестке, я могу перечислить, там, продадим энергетику, там, отдадим Пицунду, сделаем так, чтобы иностранные граждане имели возможность приобретать собственность, вести здесь бизнес, ущемляя наш бизнес и так далее, и так далее. Вот эта молодежь противостоит вот этой вот колониальной повестке. И я не очень высокого мнения о политическом планировании сегодняшнего руководства, но там опытные люди, и они прекрасно поняли, что на сей раз им может противостоять не политическая какая-то сила или группа, или там какой-то политический истеблишмент. Им может противостоять вообще целое поколение. Потому что это поколение, которое мы с вами таким образом воспитали. Мы воспитали их вот на этих идеях суверенитета. Воспитали на том, что это очень дорого досталось. И это ценить надо, это защищать надо. Вот они защищают против тех, кто хочет оставить их ни с чем. Вот как они будут строить новую будущее Абхазии, если мы основные активы из-под них вот так вот выбьем? Лучшие земли, доступ к энергетике, демографическая благоприятная ситуация. Невозможность их преследовать по решениям судов других стран, что сейчас хотят тоже убрать. Конечно, они будут бунтовать. Они хотят другой Абхазии. И я хочу вам сказать, что это очень решительно молодые люди. И они влияют на огромное количество людей, даже на взрослых. Поэтому, как сказали те герои в кино, оказывается, бояться есть чего. Но, мне кажется, здесь очень важно то, что вот так или иначе тема суверенитета, она как-то из уст, то есть восприятие властей, вот такое акцентирование, да, оно как-то не очень воспринимается, мне кажется. То есть если бы даже вот на этих плакатах были бы, тексты, они в принципе уже давно известные, да, там глаз привыкший, там ничего такого, в общем-то, нет. Даже, я думаю, если бы на этих плакатах «Да здравствует независимая суверенная Абхазия» было бы написано, то их тоже, наверное, взяли. Почему так получается, что вот эта тема суверенитета, она как-то сейчас вот как-то совсем уже неудобная стала? Мы о ней, власти наши как-то не очень об этом говорят. Больше говорят о экономике, что надо зарабатывать деньги, еще что-то. Ну, я считаю, что суверенитет – это такое неотъемлемое право абхазского народа, к которому наш народ стремился и боролся многие столетия. Особенно 20 век – это век борьбы за абхазский суверенитет. И вот Ах рассказал, что это поколение выросло уже в суверенной Абхазии, и для них эти ценности очевидны. Но я бы сказал, что и мы выросли в борьбе за абхазский суверенитет. Все в советский период, все восстания, можно так сказать, да, абхазского народа, вся борьба, она заключалась в получить свой суверенитет, потому что мы не были защищены, абхазцы не были защищены от экспансий
экономической, демографической, культурной. И суверенитет для нас являлся тем защитным, так сказать, оберегающим нас, наш народ, щитом, который бы сохранил нас как народ, как нацию. И сегодняшние действия наших молодых, мне кажется, это преемственность. Они показали, что они преемники той борьбы, которую начинали наши деды, продолжили наши отцы. Мы свою лепту внесли в эту преемственность. И вот теперь их мы передаем как бы живой факел борьбы за независимость, за свободу, за суверенитет. И я горд, что все-таки мы это сумели, что у нас есть эта прекрасная молодежь, которая может с гордостью нести этот факел свободы. И я бы сказал, что почему так власть прореагировала? Ну, я думаю, это хуже, для них хуже бомбы, хуже там теракта, наверное, потому что наша технократическая, так сказать, власть, которая думает только о своем животе, и вдруг появляется молодежь, которая думает о духовности, о нравственности, о ценностях, незыблемых ценностях. И они представляют опасность. Они представляют опасность, поэтому такая реакция, да, неадекватная реакция, просто неадекватная. За то, что молодежь вывешивает плакаты с давно известными цитатами и так далее, но которые являются нашим духовным стержнем для абхазского народа, это является для людей, которые думают только о своем животе, о том, как его набить и как преследовать личные только свои интересы. И они как бы хотят всех замазать этим, да, сказать, а все такие. Оказывается, не все. Есть много людей, и особенно наша молодежь, которые хотят жить идеями, которые пронес наш народ, столетиями пронес. И это, наверное, очень важно, что наш народ не перестает бороться за свои национальные интересы. Я вот, конечно, очень много там параллелей, это там и 78-й год, да, я там пацаном был, мне было сколько лет, 10, да, и я помню, как тогда ездили по городам, там, да, ночью тоже молодежь, студенты ездили, они там расклеивали листовки в Ткварчале, там, в Гаграх, в Пицунде и так далее. И я потом уже, как бы, будучи взрослым, то есть некоторые вот эти люди рассказывали, что да, их там бывало там задерживали милиционеры, кстати говоря, абхазской национальности, да, но они как-то им чисто по-абхазски говорили, слушайте, не делайте это сейчас, не стоит, то есть ограничивались вот таким как бы отеческим наставлением, да. Ну, это была все-таки такая советская система, Советский Союз со своей идеологией, со своей системой управления и так далее. И, то есть центр был далеко отсюда, точнее у нас там несколько переходных центров было. Но сейчас мы в свободной Абхазии живем. Что за необходимость? Вот для меня это дико. Вот дико звучит, да, когда молодых ребят, кстати говоря, очень образованных и так далее, закончивших, имеющих прекрасное образование, да, вот, и берут, они там ни в подворотне не сидят, не воруют, да, там их там в каких-то криминальные группы не входят. И главное, милиция знает, то есть вот у меня такое ощущение, что власть жалеет, что эти люди где-то не сопричастны каким-то таким, их не за что взять, да, и такой интерес, да, там спецслужбы, там кто только там ими не занимается, да, то есть
И это вот в Абхазии, где мы назвали себя суверенная республика. Мне кажется, вот что-то не так происходит. Я вот недавно смотрел с нашей идеологией, да, наверное, у нас совсем поплыла идеология, да, то есть я вот смотрел недавно интервью президента, не интервью, там высказывание президента там на совещании там в администрации президента, где он говорил о том, что у нас немного населения живет, надо нам прибавить, то есть население, да, и как бы не толкаемся, да, же, ведь раньше вот столько-то жило, да, вот в соседнем Сочи, там он говорит, там, сколько там, 200 человек на квадратный метр, он почему-то сказал, хотя это квадратный километр, чуть ошибся, да, но... Ну да, там. Да. 2,5 миллиарда. Да. Но при этом у нас, да, чуть получше с этой плотностью, да, но тем не менее, вот, я не знаю, почему какой-то арифметический подход должен к этому процессу происходить. Да, он там Сочи сравнил, но мы помним, что это Сочи, в общем-то, там 100-150 лет назад это было совершенно другой территорией, с другим составом населения, да, и так далее, и от этого состава населения вообще ничего не осталось. То есть, и, мне кажется, сейчас и переименовывают, да, и сейчас президент вот как-то очень говорит, а что мы не толкались же ведь до войны, говорит. Я не знаю, до войны не толкались, но потом была война. Это с одной стороны. Еще как толкались. Да, еще как толкались, да. И я помню эту ситуацию, когда через нашу небольшую квартиру там прошли все мои двоюродные, троюродные братья. Там у нас иногда по 15 человек жило в квартире, да, там мы спали непонятно как, да. То есть это вот абхазцы приезжали с деревни, то есть они не приезжали воровать там еще что-то, они приезжали учиться, там где-то работать и так далее. И это была проблемой, да, там с жильем, со всеми делами. То есть, с другой стороны, вот так как бы вольготно говорить о том, что давайте заселим, у нас много пустоши. Слушайте, Россия, он в Сочи сказал, но Россия 17 миллионов квадратных километров, да, и ни один руководитель как бы и мысли не допускает сказать, давайте у нас там за Уралом вообще пустота, да, там население очень малочисленное мало населения, давайте их дружественными китайцами заселим, да, ну то есть глупость. Почему мы должны говорить о том, что давайте заселим? Я думаю, ни одна страна так не говорит. Ну да, там есть прецеденты, там есть Австралия, Соединенные Штаты Америки, которые создавались как государство иммигрантов и так далее. Там другая философия, другая психология, уничтожили местное население, в итоге как бы сейчас совершенно другая идеология. Да, там. Но мы, в принципе, у нас это государство, омытое кровью, там, причем совсем недавно, да, и мы как бы говорим, что нет, главное в этой стране, чтобы вкусно было жить, и без разницы кому. Да, почему так происходит? Почему наша политическая элита оказалась намного в таком плане отстающей от вот этой молодежи? Я немножко знал, что вот этот вопрос задашь по поводу процентного состава населения. Ну, наверное, по поводу толкаться, это либо можно, наверное, более полно раскроить эту тему. А что касается вот именно такой методики, что ли, подхода к определению успешности той или иной территории, я даже вот здесь выписал, давай я буквально зачитаю. Вот. Ряд стран, ну, как сказать, они, в том числе и бывшие советские страны, я там не нашел прямо такой большой разницы с Абхазией, плотности населения, а какой-то прогресс в этих странах и такое достаточно динамическое развитие есть. Вот, например, Латвия 30 человек на квадратный метр, извините, километр. Эстония 30, Казахстан 7, Финляндия 18, Норвегия 16, там Исландия вообще 3,5, Абхазия, ну я думаю там от 28 до 30, сейчас трудно мне это сказать. Черногория 44, Чили 22, Оман 18, ЮАР 37, Соединенные Штаты 34. Понимаете? Вот этот тезис о том,
что существуют какие-то чудодейственные. Ахра, еще учитывая, что больше половины территории Абхазии непригодна для жилья, вообще это горы. Я как бы Да. по умолчанию. Да, по умолчанию, да. А если эти горы выпрямить, Если их на корню продать. Почему я говорю, что вот эта вот мысль, которая, видимо, бытует в нашем правительстве, и которую они хотят очень так навязчиво так делегировать в общество о том, что существуют чудодейственные методы и рецепты, это неправда. Сама по себе плотность населения не может быть каким-то решающим фактором в определении успешности вашего государства. Точно так же приток иностранных средств также не может сам по себе быть однозначным, каким-то таким вот волшебным. Я могу привести для примера подавляющее большинство стран Восточной, Западной и Южной Африки, которые за 50-60 лет получили сотни миллиардов долларов инвестиций и по-прежнему остаются беднейшими по болезням, по социальному уровню. Почему Хаити? По уровню образования. Наварились там с этого только их вожди, да, приближенные люди и иностранные корпорации. И в то же время есть страны, которые привлекли, может быть, незначительное количество средств, но максимально эффективно использовали внутренние ресурсы, внутреннюю специфику, даже внутреннюю культуру производства, культуру взаимоотношений. И эти страны, несмотря на то, что у них небольшая плотность населения, и то, что они привлекли не очень большие средства, они сегодня на плаву, они сегодня продвигаются. Вот это тоже, вот это мы же говорили о колониальном мышлении. Желание кому-то прицепиться, вот это отдать честь, выполнять чьи-то указания, копировать чьи-то схемы. Абсолютное нежелание развивать собственную повестку. Вот собственную повестку. Но это я не знаю. Мы уже в суверенном государстве 30 лет живем, но, видимо, это так сильно вот туда вкрутили в голову, понимая, что это невозможно взять и выкинуть. И, конечно, против этого молодежь бунтует. Они хотят жить вообще в другом государстве. Территориально в одном и том же, но принципиально в другом. Вот в чем проблема, не знаю. Ну, вы здесь несколько тем затронули, о которых я бы хотел бы сказать, более их раскрыв. Тема демографической экспансии, да, которая... Ну, мы все выросли с этими графиками, да, когда абхазцы составляли больше, подавляющее большинство населения, потом половину населения, потом, когда началась экспансия, нас становилось все меньше и меньше. Потом пришли бериевские, сталинские времена, когда Абхаз-переселенстрой просто превратил Абхазию в страну, куда надо было переселять и насильно переселять. Даже во время Второй мировой. Да, даже во время Второй. И для нас это была трагедия для абхазского народа. Мы становились на своей земле все меньше и меньше. И пришлые народы начали заявлять о том, что мы, оказывается, абхазцы пришлые, а не они, которые в памяти уже наших старших переселялись. И это, конечно, на самом деле кощунственно говорить о том, что мы не толкались. Да? Я помню мой разговор с моим дедушкой. Мы говорили о его сценарии к фильму «Белый башлык» по одноименному его произведению, романа в стихах «Белый башлык». И фильм получился очень таким абхазским боевиком. Вестерном, да. Фильм получился очень таким красочным, с динамичным, сильным духом. И само произведение более философское, да, более глубокое. И я вот этот вопрос задал. Я говорю, то есть само произведение более философское, более
глубокое, а фильм получился такой, такой вот вестерн абхазский. Он мне объяснил, он сказал, это были 70-е годы, это был период, когда из деревень абхазская молодежь стала переселяться в города, в город массово. А здесь, в городе, все было занято. Здесь не было места абхазцам, да. И надо было духом поднять абхазцев для того, чтобы они, я эту фразу четко помню, растолкали локтями и определили свое место в своем городе. Растолкали, он сказал. И на самом деле вот этот дух надо было поднять, да, и вот фильм был предназначен именно этому, что ребята в Кях-Хаджарате, да, в этих образах увидели себя для того, чтобы поднять свой дух, да, для того, чтобы занять это место. И поэтому, да, мы толкались, да, локтями, мы отвоевывали на своей земле свое место. Поэтому, я думаю, это кощунственно говорить о том, что здесь у нас, оказывается, все вопросы национальные были решены. Да все было через бой, через битву. Нам не давали университет, нам не даже результаты значит, Абхазского восстания 1978 года или там в 1964 году и так далее. Каждые 10 лет абхазцы восставали, чтобы, значит, добиться своих прав, которые нам не давали. А по поводу спортсменов, да, это все мы помним, когда наши выдающиеся спортсмены, чтобы пробиться, им предлагали: запишитесь грузинами, тогда мы вам откроем, значит, дорогу на Олимпиаду. То есть это все на самом деле представлять в таком виде, в котором представляет наш президент, это совершенно не так. Второе, что я хотел сказать, после Бериевского сталинского периода, когда уже первые секретари в Абхазии были абхазцы, естественно, такой открытой экспансии трудно было осуществить, и абхазцы уже, так сказать, могли постоять за свои права. И предлагались экономические проекты, да, там образовательные, вот ГИСХ, например, да, это из Кутаиси перевезли в Абхазию специально для того, чтобы с ними вместе, построив дома, профессорско-преподавательский состав перевести там и так далее, да. Экономические проекты, Ингургес там и так далее, под этим строились дома, перевозились люди, то есть создавали экономические проекты специально для того, чтобы совершить экспансию. То есть за всеми экономическими проектами, да, стоит экспансия таких крупных. Да? То есть ты не развиваешь местный бизнес, не даешь ему развиваться, ты предоставляешь условия для иностранного капитала для того, чтобы он совершил демографическую экспансию. Да? Предлагать нам экономические проекты вчерашнего дня, это значит предлагать, как правильно Ахра говорил, неразвитым странам, да, африканским, проекты, в которых мало прибавочного продукта, да, колониальные модели, да, поэтому у нас прекрасная молодежь, мы можем развивать новые цифровые технологии, то есть мы IT-технологии, но для этого нужны образовательные центры, интеллектуальные центры. И поэтому я считаю, что тот вектор, который избран сегодняшней властью, он не ведет к развитию абхазского народа, не ведет. Это наоборот, этот вектор откидывает нас назад. И мне кажется,
не только откидывает нас назад, но он закладывает мину замедленного действия. Он такой откровенно конфронтационный. Да. И здесь еще один момент я хотел бы сказать. Те проекты, которые глобальные нам были предложены, Батуми и Сочи, так, если так сравнить. Что такое Батуми сегодня? Это красивая картинка, первая полоса, высокие отели, красивые отели. Но кто собственник? Отнюдь не местное население. Это турецкий бизнес, который совершил экспансию. Отодвинув местный бизнес от побережья, туда завозится рабочая сила из Турции, весь добавочный продукт, все уходит, все заработанные деньги уходят в Турцию. Где развитие региона, где развитие народа? Сочи. Сочи, кто живет в Сочи, знает, что этот город вообще не приспособлен к жизни местного населения. То есть там жить невозможно. Если окна твоего дома смотрят в окна другого дома, и у тебя нет вообще жизненного пространства, нигде парковаться, нигде в парк пойти с детьми и так далее, что везде все застраивается. И сочинцы говорят о том, что мы хотим ездить в Абхазию отдыхать. Как у вас хорошо, мы отдыхаем от этого урбанистского ада. То есть они говорят, у вас рай, сохраните это рай. Не сделайте так, чтобы вас застроили и вам не дали жить в своей стране. То есть их опыт отнюдь не положительный, отрицательный опыт, нам навязывается как эта картинка, которая, должна быть привлекательна для местных. Картинка привлекательна, наверное, для отдыхающих, которые там неделю поживут, и то в море купаться не могут. В рестораны толкаются, везде толчья. То есть, понимаешь, эти все экскурсии в Абхазии, отдушина ихняя. Поэтому я думаю, что мы должны говорить сегодня об инфраструктурных, институциональных реформах. Это первым долгом, потому что если это уже доказано, это научно доказанный тезис, что если в стране коррупция в огромных масштабах, если в стране преступность, если в стране нету единой финансовой структуры, банковской нормальной, что эти инвестиции не приносят пользу местному населению. Не приносит. То есть это ни государству, ни местному населению. То есть без институциональных реформ, преобразований, это фактически дать заработать иностранному капиталу за счет наших ресурсов. Фактически, что было написано на этих плакатах, если одной фразой? Мы не дадим продать свою страну. Вот что они там написали, эти ребята. И то, что Ливан про Сочи сказал, сейчас же тема идет нашей архитектуры, нашего. Я хочу два слова сказать. Так получилось, что Сухум, Гудаута, Гагра, на мой взгляд, это жемчужная архитектура Причерноморья. Так случилось. Я просто имел возможность общаться с ребятами-художниками, когда, может, мы работали в экспедициях археологических, там из Суриковского института приезжали, там они ходили по Сухуму, и они ходили с этими с планшетами, они рисовали, они говорят, то, что мы у вас увидели, например, я запомнил, арт-деко, модерн, даже в Москве, говорит, 2-3 здания, если найдете, хорошо, а здесь их прямо россыпь на набережной, в Нагорной части города. Понимаете, мы не должны слепо копировать и подражать каким-то шаблонам, которые где-то используются. Но если кто-то этого не понимает, спросите у тех, кто понимает. Слушайте, мы сидим на богатстве природном, культурном, архитектурном. Давайте это мы раздолбаем
построим здесь филиал Адлера или там Краснодара и будем все счастливы, да. Вот. Против этого тоже эта молодежь бунтует, потому что она получила хорошее образование. И они, в отличие от многих из нас, понимают, на каком фундаменте они могут строить будущее государство. Ну, не надо у них это отбирать, слушайте. Во-первых, они не дадут это брать. Это, как я понял, это не те люди, которых можно там в чем-то переубедить. Они хорошо образованные, они прекрасно аргументируют свои мысли, они упорные, потому что их родители такие были, и они своего добьются. Я очень рад. Я им симпатизирую, в отличие от представителей власти, которые, кстати, руками милиции, которая 100% этого не хотела, понимаешь? Это просто им заставляют их это делать. Они, на мой взгляд, как я понял, они такой месседж послали обществу, прямо так вот написано: не мешайте осуществлять наши планы, наши договоренности, не мешайте нашему бизнесу, не размахивайте у нас перед носом свои идеи о суверенитете Абхазии, иначе вы и ваши дети будете сидеть в тюрьме. Но я думаю, что они очень плохо абхазцев знают. И наша молодежь тоже плохо знает. Но, с другой стороны, мне кажется, все-таки власть при этом она как-то вот относится ко всем этим движениям. Ну да, неприятности, неудобства, это что там вот молодежные движения, что разные политические оппозиционные группы говорят, что общественность говорит. И типа ну, наш караван идет, да, собаки там даже пусть это будет стая, да, там лают, и ничего страшного. Да, мне кажется, вот тенденция такая, что это, наверное, началось, наверное, с энергетики, да, вот когда вот этот кризис энергетический был, надо было обязательно продать. Мне казалось, что вот власть, она как-то передумает, да, ну сейчас там апартаменты пошли, потом вот как-то очень вольготно давайте вот заселим 200-300 тысяч, да, то есть, ну, знаешь, у меня такое ощущение, как будто бы якобы Гибашвили встал со своей могилы, да, и опять написал манифест, да, там, типа, с кем заселить абхазцев, да, Абхазию, да, и, то есть, абсолютное, как бы, неприятие вот этого общественного мнения, и не только неприятие, но еще, как бы, нереагирование на это общественное мнение. Мне кажется, вот здесь есть опасности. Я понимаю, там забор построили там у президентского дворца, там еще что-то, там какие-то заградительные там механизмы, там готовят СОБРы и так далее. Но, в общем-то, не в этом заключается, мне кажется, опасность для президента, что кто-то его штурманет. Да? Мне кажется, очень важно, или нынешняя власть, не только там президенты, это как бы говорю я о правительстве, там, и о людях, которые принимают решения. Важно, как ты войдешь в историю, да? Мне кажется, да, что о тебе скажут, да? Я не хотел бы, у меня Астамур Таня все время говорит, да, вот я не хотел бы, чтобы кто-то был хуже Ахмутбея, говорит. Да, то есть вот человека, который там для многих историков, вот, которые знают историю Абхазии, это вот такое как бы олицетворение вот самого такого плохого, что было управленческого в Абхазии, да. Но мы, кажется, вот идем вот в таком сравнении, да, и это очень опасный такой вектор, да. Мы подняли это об ответственности, да, тех лиц, которые сегодня, не думая, да, о патриотизме, о национальных интересах, выполняют чей-то приказ бездумно. И здесь это очень серьезная тема, потому что если взять, да, там, сталинский период, когда совершались репрессии в Абхазии, да, и когда, значит, абхазский народ фактически был приговорен к тому, чтобы, да, лучшие сыны, значит, Абхазии в застенках томились, там абхазцам не давали работать, да, до должностей, а практически в Сухуми абхазцев
не было. Но в этих репрессиях масса, то есть абхазцы сами не принимали участие. Были единицы, которые служили той власти там, и так далее, которые все-таки получили осуждение потом, да, в народе. А здесь есть такая, спор, коллективная и личная ответственность. Да? Я думаю, каждый должен для себя определить, что это и личная ответственность каждого человека. Личная ответственность. Потому что потом свалить это на коллективную ответственность, я делал то, что все делают, там мне приказали, потому что так не получится. Все должны понимать, что они несут личную ответственность за свои действия, да, и прикрыться вот этим приказами и так далее не получится, потому что это наши национальные интересы. Это наши абхазские национальные интересы. Речь идет о нашей самоидентификации, да, мы должны самоидентифицироваться как народ, который, как нация, который борется за свои национальные интересы, да, за свои. Здесь я хотел бы сказать, что там, например, баски, да, какая коннотация? Это народ, который борется всегда за свои права, за свою нацию. Да. Я думаю, у абхазцев всегда такая коннотация. Народ, который борется, сражается и гибнет за свою нацию, за свой народ, за свою землю. И это наш крест, и поэтому все должны это понимать, что борьба абхазского народа за свое существование, за свой язык, за свою культуру, это длительный период, процесс, и никто не должен этому процессу, так сказать, мешать или останавливать. Все должны понимать, что наша борьба не закончилась, все процессы, процессы выживания нашего народа в глобальном мире продолжаются. Каждая эпоха свои вызовы, и поэтому мы перед очень жесткими вызовами стоим, и поэтому все отсидеться никому не удастся, да, сказать, что я не виноват, я выполняю чей-то приказ, или мне так сказали. Нет, каждый абхазец должен принять участие по совести в возрождении своего народа, в его судьбе. Я думаю, на этой ноте, то есть я хотел бы завершить цитатой, которая была вынесена на одном из плакатов, которые арестовали, да, и посчитали это мелким хулиганством, да. Слава богу, пока еще не уголовное преступление, но я думаю, тенденция похоже идет к этому. Это была фраза Искандера, и эта фраза звучит так: человек должен быть порядочным, и это осуществимо в любых условиях, при любой власти. Порядочность не предполагает героичности, она предполагает неучастие в подлости. Мне кажется, вот в нынешней ситуации, когда слишком много соблазнов, слишком много каких-то левых возможностей быстро обогатиться, да, мне кажется, наше самосохранение именно зависит, наверное, опять же, не от мускулов, не от каких-то денег. Наше самосохранение зависит от возможности оставаться людьми, быть порядочными. Я на этом прощаюсь. Сегодня мы начали говорить о молодежной организации Агharach Pitsunda, точнее, почему она так не мила нынешней власти. И вышли к более таким, наверное, вытекающим из этого серьезным вещам. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были Ахрат Джани и Ливан Мика. Я, Инал Хашик, прощаюсь с вами. Смотрите нас на одноименном YouTube-канале «Чегемская правда», а также на странице «Чегемская правда» в Facebook, также на сайте chegem.su и на телеканале Аваза. Я с вами прощаюсь. До свидания. Это был Кабзелес.